Шалом, дорогие жители планеты Земля! Мы продолжаем беседы серии проповеди моей на книге Псалмов Давида. Сегодня у нас Псалом 2, вторая часть, где говорится о избрании Богом царя Машиаха. И мы читаем такие слова 6 по 12 стих. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горой моей, возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом. Почтите сына, чтоб он не прогневался, и чтоб вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Итак, мы в первом псалме, когда начинали, первое слово этого псалма говорит о блаженстве. И вот продолжает, и второй псалом говорит о блаженстве тех людей, которые уповают на Господа и покоряются Ему. Они не делают это, как делают грешники и нечестивые, восстают на своего Отца Небесного, Создателя, и которые восстают и не хотят, чтобы царствовал над ними посланник Нового Завета. И вот говорится о том, что Господь помазал именно в Машиаха, именно потомка Давида. И Новый Завет подробно об этом говорит. Апостолы с дерзновением исполнены Духом Святым, возвещают сынам Израилем: твердо знайте, сыны Израиля, что сего, которого убили, но он в третий день воскрес согласно Писанию псалмов. И мы видим, что соделал его Машиахом, то есть помазанником. И далее мы читаем в Деянии 6 главе, что многие из коэнов, священников, они уверовали в эту жертву, признали мессианство Иешуа Арманегемен. И так образовалась мессианская община иудейская. И все они были ревнителями Торы Господней, как мы читаем в Деянии 21 главе. И вот здесь Господь обращается о Сыне Своем, который Он родил, который Он помазал, Армины Клауды Карменем. Да, ведь Сын назван Израиль, Сыном Господа. Также ангелы, служебные духи, названы сынами Божьими, как мы читаем в Иова 1 главе. Также крещены Духом Святым, те, которые приняли жертву и мессианство Иешуа, называются сынами Божьими и дочерями. Но особый титул сына, который относится именно к Машиаху, говорится в этом втором псалме. И заканчивается этот псалом словами: «Почтите сына», то есть почтите Мессию Армины Кламен. И Новый Завет об этом напоминает. И в 10 главе Евреев мы читаем именно о том, что мы почитали его жертву за святыню Армины Кламен. Гот Армины Келбер Балаудин. И вот этот второй псалом говорит нам о том, чтобы мы именно не восставали на Господа, но покорились Ему в том, чтобы служили Ему так, как Он предписал нам в Святой Торе, а также, чтобы мы почитали Сына, приняли мессианство именно Иешуа, ибо оно дано нам ко благу нашему, как говорится в Танахе, Исаия 53 главе, Даниила 9 глава, 26 стихе, что именно жертва дана для того, чтобы очистить нас от всякого греха, как апостол Иоанн в своем послании 1 главе 7-8 стихе говорит, как об этом пишут все апостолы. Раби Шауль пишет римлянам 3:24, что мы получили оправдание даром через жертву именно
Иешуа Машьяха, которого Господь помазал, сделал его Мессией. Армины Готер Белекламен. И Раби Шимон, апостол Петру, также пишет, 1 Петра 2,24, что он телом своим вознес наши грехи на древо, чтобы мы ранами его исцелились. Таким образом, нужно нам мессианство Иешуа, чтобы в его жертве получать очищение от всякого греха. А если мы согрешили вновь, то чтобы посредством его ходатайства он смог умолить Отца Небесного, как праведник и посланник Нового Завета, приближенный более всех ближе к Богу, мог ходатайствовать за нас, как именно Иоанн пишет в первом послании, 2 главе, 1 и 2 стихе. Ормины Котер Беликамен. Тем более, именно помазанник этот Мессия имеет глаголы вечной жизни, как сказано Иоанном 6,68. Он обладает знанием истины. У него слово Господа, у него учение Господне, как нужно правильно, истинно, точно соблюдать Тору Господню в духе и в совершенстве. Орбиды Геталмане, дорогой житель планеты Земля, я обращаюсь к тебе согласно этого 2 псалма, чтоб ты не делал бунт, не восставал против Бога Создателя, твоего Творца, Отца Небесного, и чтобы ты не восставал против мессианства посланника Нового Завета Иешуа Машьяха, но почитал его карманы Кемен. Орбиде Гесель Калабара Камен. Книга Откровений говорит нам, 11 глава, 15 стих, что когда 7-я труба затрубит, тогда царство мира сего сделается царством именно Создателя Небесного Отца и Машиаха его, и будет вечным, о чем Даниил именно пророчествовал карманы Гемен, и ты сможешь быть именно причастен к этому царству, которое будет на небе и на земле, быть вечным вместе в этом царстве. Романы Гемеле Готен, Арбиды Гессельмане. Поэтому я сегодня призываю тебя уповать на Бога, доверяя Ему принимать Слово Божье, живое, действующее, Армины Кемен, чтобы ты не оказался в группе этих людей, восстающих, бунтующих против Создателя, против Его законов, заповедей Его, чтобы ты не бунтовал, и чтобы ты не восставал на мессианство Иешуа, но принял и пользовался всей рекою и благодатью, которая именно во Христе Арбадакамен, ибо в нем все оживут. 1 Коринфянам 15 глава 22. Мы видим, что сатана соберет именно всех непокорных бунтовщиков, восстающих на Господа нашего, восстающих на мессианство Иисуса, те, которые станут антихристами, те, которые будут именно восставать против Создателя. Он соберет их, и будет еще одна война Гога и Магога. И нам говорит Слово Божье. Мне приходилось недавно быть на Святой Земле и стоять на том месте, на долине Есафата, где именно будут собраны все народы, которые бунтовали, восставали на Создателя и не принимали именно мессианство, не почитали Сына Иешуа Машьяха. То сказано в Иоанна 3:36: гнев Господа на таковых сойдет, ибо всякий, кто отвергает мессианство Иешуа, Иоанн говорит первым посланием, 2 глава 21-22, кто отвергает, что Иисус Машиах не признает это мессианство, тот лжец, и нет в нем истины, и антихрист. И вот таковых соберет антихриста, бунтовщиков, которые против единого истинного Бога бунтовали, не признавали Творца единого, который ясно заявлял в Танахе, что Он один, и нет подобного Ему. И они, которые делали себе других богов, которые в сущности не боги, но нечистые духи, соберет их именно на долину Есафата Господь. И там будет именно последняя война,
который будет совершаться на планете Земля, война Гога и Магога. И там Господь и армия воинств небесных сразится и победит все демонические силы, которые восставали, бунтовали, потому что мы сегодня находимся в тяжелом состоянии. Европа, Англия, которая дарила миссионеров планеты Земля, которые и шли как посланники Христовы, Божьи пророки, и несли свет познания, свет истин Божьих на планету Земля. Сегодня Англия, она становится страной целиком атеистической. Европа, она уже свыше 50% становится антибожественной, то есть атеистической, восстающая на Бога, восстающая на Господа, на мессианство Иисуса. Орби де кессен, орби гетермане готен, ныне корби де кессен. Я призываю тебя, житель планеты Земля, чтоб ты сегодня избрал, внимательно остановись на пути своем, исследуй себя внимательно, как говорит Сафония, 2 главе 1 стихе, и определись, на какой ты стороне. На стороне левой бунтовщиков, восстающих на Бога и на помазанника моего Мессии, или ты на стороне правой, где ты принимаешь Создателя, доверяешь Ему и верою своей утверждаешь закон Тору Его, как сказано Римлянам 3:31, почитаешь его, Машьяха Арбиде Келбен, Мессию, принимаешь жертву его, ходатайство его, и получаешь очищение, и становишься праведником, и становишься по правую сторону Отца Небесного, где воинство небесное, оно в свое время все сразится и с сынами нечестивыми, которые восставали против Бога и помазанников Его. И в этой войне и я находился там, на этой долине Иосафата, где будет Армагеддон, на этой земле, совершая молитвы, что если это возможно, чтобы Господь дал милость свою, ибо Он много милостив, чтобы нам избежать этой ужасной войны, которая должна совершиться, если человечество добровольно не обратится к Господу по любви от чистого сердца в искренности своей. Поэтому я обращаюсь ко всякому жителю планеты Земля, имею си возможность через интернет, да благословит Господь, Ютубе, те, которые президент Калифорнии дал возможность бесплатно доносить именно Слово Господне во все концы земли, чтобы, как сказано в Исаии, Господь говорит, обратитесь ко мне, жители планеты Земля, все концы земли, и познайте, что я Бог, и будете спасены. Я призываю тебя сегодня быть на правой стороне, в группе тех людей, которые признают Творца своим Создателем и служат Ему в святости и правде, принимая, почитая помазанника Нового Завета. Да благословит тебя Господь, чтобы ты оказался на этой правой стороне, в группе тех людей, которым будет сказано: идите у благословенные, уготованное вам царство от создания мира, чтобы ты не оказался на левой стороне тех восстающих на Бога и помазанника, которые будут прокляты и истреблены посредством огня Божьего, и души их сойдут именно в ад. Прошу тебя сегодня, как раб Божий, отнесись именно внимательно к бодрствующим состояниям, исследуя жизнь твою, на какой ты стороне. Пожалуйста, я умоляю тебя, приди именно в ту правую сторону, в группу тех людей, которые не восстают, не бунтуют, но слуги Господни в смирении и в кротости служат всем повелениям, всем заповедям Бога своего Создателя. Да благословит тебя Господь. Аминь.